Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей информационной программы «Неделя». Меня зовут Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Долинск, Зебер-Юрт, Микин-Юрт. Новая дорога соединит эти села и сократит путь в Грозный. 231 таунхаус открылся в Грозном для нуждающихся жителей. Они возведены за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В Минске прошел конкурс на знание Корана. Он был посвящен памяти Ахмата Хаджи Кадырова. В нашем конкурсе принимают участие представители всех мусульманских общин, всех регионов Республики Беларусь. Рамзан Хаджи Кадыров проверил ход работ по реконструкции дороги Долинск, Зебер-Юрт, Микин-Юрт. Также совсем скоро начнутся работы по возведению моста через реку Терек длиной 300 метров. Главу региона сопровождали председатель правительства Магомед Даудов и его первый заместитель, министр автомобильных дорог Чеченской Республики Исатум Хаджиев. Протяженность новой автодороги составит 34 километра. Общая протяженность 34 километра. 300 метров берег Олдонш. Айду Дилин. Иштаю чтан хадалш бригада юнам захватить. Зиблюта. Зиблю бригада юн дауд они полотно гошат билин бёдок. Строительные работы планируют завершить к 2027 году. Главное – создать для людей комфортные условия, отмечает глава региона. По словам председателя правительства Магомеда Даудова, в этом направлении регион и движется. Жители республики обеспечены газом, светом, дорогами. نقدر اسم نمزع غلانجوس كده ولا حد 318 كيلومتر صادق مش متمكن نطلع بدور دينا وجه غاز علي وجه قشر بوش لازم واسدش حز قبوش ديون لا دي بيت شايف устойчив شو هين رمزا احمدش ايش почти لا مش كده ايش دي دخوي напрямую دون да ايش دقتي جونش كده دو غولادي والويش مو از غولادي والويش دقتي جونش هذا شين هرجو ملا واحد ايش حل ايش دوتشن ثاني هذا إيش واحد عوش إيش حلوة إيش واحد عوش طبعا هالجونش هلا هي قناة بين بالشين خربون بوق خربون عبالهم قديدون عندي بوقفو شايك أستويش لارمي خوش دهون إدو تاكتر يقتي إتايبهم شتانا مهتا خلش تاك شامل الأستويش ويولش دون بابا تعب проблемаят أتون دال عال شوال دال أتون. В Грозном открылся новый жилой комплекс, рассчитанный на 231 семью. Объект предназначен для обеспечения комфортным жильем нуждающихся граждан. В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, мэр Грозного Хасмагомед Кадыров и другие официальные лица региона. Открывая новый комплекс таунхаусов, Магомед Даудов зачитывает приветственное письмо от главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. Мы будем и дальше строить, развивать наш город, улучшать качество жизни наших горожан. Я выражаю благодарность президенту фонда Аймани Мессиевне и всем тем, кто принимал участие в строительстве этих квартир. Дальше Госмашин дал глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Жилой комплекс был построен за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Таунхаусы оснащены энергоэффективными системами, а на территории комплекса обустроены детские площадки, зоны отдыха, зеленые дворы. Новый жилой район располагается в непосредственной близости от современной школы и детского сада, что обеспечивает удобный доступ к образовательным учреждениям для семей с детьми. Новоселы выражают искреннюю благодарность главе Чеченской Республики за заботу и поддержку. Рамзан Кадыров, Аймани Мессиевна, Куча бал мел бинчан, ходаг мел дехканчан, Аллах, рейс хуйлшун, тайл сар дойлаш, мел лилар, массана визандил. Массари далт иха беркати яил. Дал са яилак, хусамаш, де рейс хуйлш ахас хитар ди аштхон. Благодаря этому проекту более 200 семей смогут встретить один из главных мусульманских праздников в своем новом жиле. Ломали Мусаев, Юсуп Аджиев, Ибрагим Батаев. Неделя.
поселке Горогорск Надтеречного района состоялось долгожданное событие. 57 семей получили новые дома. Ранее эти семьи жили в оползневой зоне. На строительство выделили 453 миллиона рублей. На мероприятии присутствовали председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов, министр строительства, ЖКХ и энергетики Чеченской Республики Муслим Зайпулаев и другие официальные лица. Дорогие друзья, позвольте мне зачитать приветственное слово главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Дорогие друзья, сегодня мы смогли организовать праздник для 57 семей. У них появилась возможность в этот священный месяц Рамадан заехать в свои новые дома. У этих людей жизнь начинается с новой страницы. Дома построены с учетом всех современных требований, обустроена прилегающая территория. Да, у нас еще остались семьи, которые нуждаются в переселении из оползновых зон. В рамках регионального проекта все они обязательно получат новое жилье в безопасном месте. Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве этих домов. Новоселам желаю всего самого наилучшего. Пусть в этих домах начнется ваша новая жизнь и всегда сопутствует удача. Далдя Бердкивель, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. В Грозном прошло торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Чеченской Республики. Мероприятие, приуроченное к этой знаменательной дате, прошло в здании парламента. Собрание посетили члены инициативной группы по подготовке и проведению референдума в 2003 году, а также главы администраций городов и районов. Мероприятие, посвященное Дню Конституции Чеченской Республики, открывает председатель правительства Магомед Даудов. Он зачитывает приветственный адрес главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Все наши достижения сегодня, все наши успехи завтра – это результат одного решения всего народа, сделанного ровно 22 года назад. Конечно, все эти достижения были бы невозможны без поддержки нашего национального лидера, президента Владимира Владимировича Путина, который не только поддержал путь Ахмад Хаджи, но и все эти годы помогал нам достигнуть высоких целей. Предстоит еще многое, но мы на правильном пути, и впереди нас ждут большие успехи и достижения. Далдя Бердки Вельвая, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. 23 марта 2003 года на всенародном референдуме народ сделал выбор в пользу мира и стабильности, проголосовав за будущее региона. Решающую роль первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в этом событии отмечает член инициативной группы по подготовке и проведению референдума Хасан Таймасханов. Развиваться в республике является женщина. Мост по спорту, по образованию, именно по исламской религии, меткш бошим и важа, хундальча, это Ахмад Хадж, теетитен конституции, и не искалар, шаэлем стакхалар, шиенгагар баан больше, халк да хай. Советник главы Чеченской Республики муфти Саала Хаджи Межиев отметил неоценимый вклад Ахмата Хаджи Кадырова в возрождение республики. Также он подчеркнул, что глава республики Рамзан Хаджи Кадыров является примером достойного сына, продолжающего дело отца. Ахмад Хаджи Алгазу Кобул Дельцуна Шиесей Шедюзу Шедахни Цахума Огник Яхоца Даша Аллах Дев Аник Бинацу. Сункант Вайпача Рамзан Хаджи Дев Схил Дев Духуа Уйл Цаши коёч, эггил чоғ долуштол, цуна әл долуштол, дикум. Дал герга, халқан герга. Шеден диккан толш. Шедена диккан толш. Цул жоқш әғу цаят. Шеден диккан толш. Ох, мех дикда олша, остайпана, тағана, дал вайна, дин доқ сауатду, дал дұқуа ойлы залошдал. С этим важным событием чеченский народ поздравил депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов. Он отметил, что принятая в тот год Конституция является надежной гарантией для светлого будущего. واخر هو وش الله شيء تتوج بوخ بولش باسبورت دوش
Этот знаменательный день – символ единства народа. Принятая в непростое время Конституция стала прочным фундаментом для мира, стабильности и устойчивого развития республики. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Муса Халидов. Неделя. В Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чеченской Республики прошло совещание под руководством руководителя администрации главы правительства Галаса Таймасханова, посвященное ключевым аспектам регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с профильным министром Муслимом Зайпулаевым и главами районов обсудили вопросы качества коммунальных услуг, приоритеты и меры для социально-экономического развития региона. Сегодня на повестке совещания стоят вопросы регионального и территориального развития, направленные на улучшение качества жизни населения. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уделяет особое внимание по вопросам социально-экономического развития территории. И наша с вами задача в первую очередь является координация всех органов государственной и муниципальной власти, а также заинтересованных организаций. Муслим Зайпулаев представил доклад о мастер-плане, комплексном развитии территорий, проблемах водоснабжения и водоотведения. Разработка мастер-плана Чеченской Республики проходит в два этапа. С 29 декабря 2023 года по 25 апреля 2024 года это проведение комплексного анализа, разработка и введение перспективного развития Чеченской Республики. То есть все муниципальные образования полностью досконально совместно во взаимодействии с главами муниципальных образований, со специалистами, с командами муниципальных образований был проведен такой глубокий анализ, мониторинг и инвентаризация всего хозяйства, которое находится на территории муниципалитетов, и изучен весь потенциал, который, соответственно, есть в наших муниципальных образованиях. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел масштабную благотворительную акцию. Перед праздником Ид-аль-Фитр во всех районах Чеченской Республики раздали денежные средства. Всего остро нуждающиеся семьи получили более 100 миллионов рублей. Семьи выразили благодарность президенту фонда Аймане Несиевне за постоянную помощь. درس و ساعد تر رزید احمد حاجی دیر اوکراین هوای بیشن دیر مصر رمضان دیر درس خلشون هدا لستون جو کفون دا ساعدش. Около 500 остронуждающихся семей региона получили продуктовую помощь. В преддверии праздника Ид-аль-Фитр социальная организация «Хайра» провела благотворительную акцию в память об Увайсере Сайтиеве. Прошла она в 3 городах – это Урус-Мартан, Гудурмес и Грозный. Теперь семьи смогут подготовить свои столы к главному исламскому празднику. Баташоу скуза есть стадио, что дала именно билгалехнера реакции продуктации буйсер сайтин тирю, тоже ишта галахрюй гимсяхрюй ишт да шидо да мелочуна гомелдешуна да дикансбехам была ордеркся. В Грозном состоялась благотворительная акция «Ифтар в пути. Добро на дороге». Она организована Чеченским региональным отделением «Опора России» совместно с компанией «Баракат» и социальной организацией «Хайра». В рамках мероприятия путникам раздали 600 наборов с водой и финиками для разговения. Акция была направлена на поддержку тех, кто не успел к ифтару домой. Верующие выразили благодарность за акцию. Этот священный месяц Рамадан, сегодня 25-й день, социальная организация «Хайра», общественная организация «Опора России» и компания «Баракат» совместно проводят акцию по раздаче воды и фиников путникам нашей республики. Маша Аллах, альхамдулиллах, что у нас есть возможность, что у нас есть такие организации, команда. И альхамдулиллах, что мы дожили до этого прекрасного дня, и у нас есть возможности раздать воды и фиников. В Минской соборной мечети прошел республиканский конкурс чтецов Корана, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие было организовано по поручению советника главы региона муфтия Салаха Хаджи Межиева. В конкурсе участвовали более 50 человек разных национальностей и возрастов. Состязание собрало представителей из Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других стран. С приветственным словом к участникам обратился спецпредставитель Духовного управления мусульман Чеченской Республики в Беларуси Бадрудин Турланов.
Абдулоев. В этом году у нас конкурс получился очень большой, так как география нашего конкурса расширилась. То есть в нашем конкурсе принимают участие представители всех мусульманских общин, всех регионов Республики Беларусь. Также у нас в этом году добавилась возрастная категория 16+. К нашей радости принимают участие много девушек и много юношей старше 16 лет. И без ограничения возраста. Жюри высоко оценило знания конкурсантов. Победители и призеры получили ценные призы и дипломы, а все участники – памятные подарки. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.